Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы сегодня будем говорить о 100 днях, 100 дней, кстати говоря, президентства Бадры Гумба. И мы вот как бы отталкиваясь от этой темы, порассуждаем о том, что сделано и чего может быть не сделано, какие тренды существуют у нынешней власти, какая политика, какие акценты. С Леонидом Чамагуа. Леня, добрый день. И все-таки вот как ты ощущаешь вот эти 100 дней? Да, вот у нас были тяжелые, очень напряженные президентские выборы, да, там ужасные, да, ужасные президентские выборы по своей атмосфере. И сейчас вот как-то, потом оно, конечно, эта напряженность, она как-то спала, тем не менее, вот та проблематика, вокруг которой были завершены эти выборы, да, она как-то еще продолжает быть, да, там кого-то лишили гражданства, там кого-то признали иноагентом, в том числе и меня, там кого-то там объявили невъездным в Россию. То есть куча всяких проблем, которые так или иначе, вот этот груз, он как бы продолжает существовать. Вот твои впечатления вообще? Ну, 100 дней, конечно, достаточно серьезный срок для того, чтобы хотя бы наметить какие-то ориентиры внутри государства, во внешней политике и так далее. Ну, с другой стороны, иногда мы все разные, я думаю, иногда кому-то, наверное, нужно большее время на раскачку, хотя глава государства и его команда должны понимать, что работать надо здесь и сейчас, и начинать с первого дня. Мне трудно сказать, да, вот Инал, ты совершенно правильно подметил, что вот этот груз проблем, накал этот как бы спал. Я думаю, что временно, потому что мы все понимаем, да, курорт, сезон, сейчас люди отвлечены. К сожалению, курорт, нам его обещали, как фраза, если я не ошибаюсь, взрывным, но не очень сезон этот удачный, люди сейчас заняты работой. Ну, к осени, я думаю, опять начнется бурление, потому что за эти 100 дней, вот я для себя, мы выбираем главу государства, неважно, кто за кого голосовал, и мы хотим, чтобы глава государства работал на благо своего народа, делал все возможное, иногда и невозможное. Ну, такие мы люди, мы этого хотим, да, для того, чтобы государство развивалось, народ благосостояние свое повышал и стабильность была. Но для всего этого нужно, не знаю, правильно, неправильно, дать оценку все-таки прошедшим событиям. Я до сих пор не могу понять. Вот для меня это вопрос номер один. Глава государства согласен с политикой того, что по отношению к гражданам Абхазии, имеющим двойное гражданство, а в некоторых случаях по отношению к гражданам Абхазии, не имеющим никакого другого гражданства, да, принимаются такого рода, о которых ты говорил, репрессивные меры. Говорю репрессивные, называя вещи своими именами. У меня вообще в этом плане возникают некоторые подозрения, не отвергая, не отрицая, не высказывая свою точку зрения, я это воспринимаю как поддержку того, что происходит. Я теряюсь в догадках. Как обыватель, я не понимаю, что происходит. Но все-таки вот эти санкции, она как бы некое такое продолжение какой-то определенной политики. Это было связано там с тем, что про Аслане Бжане там продвигалось, там апартаменты и так далее, соглашения об инвестициях, которые были явно
невыгодны Абхазии. Потом это, кстати, и признал, собственно говоря, новый куратор Абхазии. Не только он. Да, Кириенко, о том, что это ошибочное было. Тем не менее, вот мне бы хотелось бы, сейчас речь идет не о нас персонально, а о тех людях, которые пострадали, но, по крайней мере, какая-то оценка вот этой политическому направлению абхазской власти, которая была при Аслане Бжане, должна быть дана какая-то оценка. Сказать, мы сейчас новая власть, условно говоря, да, Продолжаем этот курс или наоборот да, или мы отказываемся? сделали выводы, да, мы теперь отказываемся, то есть от вот этого. То есть пока единственное, что я вижу, это вот какие-то мероприятия, где цветы возложить, где ленточку разрезать и так далее, где приветствовать каких-то гостей, самолеты проезжающие и так далее. Но вот такого концептуального видения, как мы жили, то есть какие выводы сделаны из тех ошибок, которые были тогда допущены, да, или были ли это ошибки, то есть мы вот этого пока ничего не слышим. Вот речь, собственно говоря, об этом, потому что когда ты не проставляешь акценты, и, кстати говоря, и во время выборной кампании, да, то есть вот этот как бы наличие о том, что у нас нет антироссийских сил, оно так и не прозвучало, хотя там и документ готовился, там два кандидата встречались основных, там какой-то совместный документ готовили, но, в общем-то, я в этом документе так и не увидел вот этой фразы, да, которая была бы. Я понимаю, что документ был согласовывался и в общем-то, коррективы вносил все-таки кандидат от власти, да, и вот этой фразы о том, что нет в Абхазии антироссийских сил, она так и не прозвучала. Единственное, вот сейчас министр иностранных дел, Отдадим должное. Отдадим должное, да, Сасовичу. ему, он это заявляет, но ты понимаешь, насколько все это шатко, то есть это не, в общем-то, позиция там всей власти в целом, это позиция отдельного министра, который как бы имеет свою харизму, имеет свое политическое прошлое, и как бы есть в этой власти, в общем-то, представленной технократом, он может себе позволить, как говорит, какие-то политические вещи, возможно, которые может нравиться, могут не нравиться, могут не нравиться там руководству страны. То есть это вот как бы его, может, так сказать, персональное мнение. С другой стороны, мы читаем разные рода информацию о том, что вот Аслан Бжане, экс-президент, который, в общем-то, привел к этому кризису политическому, да, он как бы сейчас пытается вернуться в абхазскую политику, как бы, и он уже себе наметил это место там послом Абхазии в России. Я знаю, что и ты понимаешь, что такие слухи имеют основания, когда читаешь анонимные каналы, когда анонимные каналы наезжают на министра иностранных дел Олега Барцыц. И ты понимаешь, что Олег Барцыц противится этому. То есть единственная загвоздка в этой истории, в этом назначении Олег Барцыц. То есть это не абхазская власть, а вот именно вот конкретная фигура человека, который мешает как бы возвращению Аслана Бжане в абхазское политическое пространство. И ты понимаешь, что эта история опять же недосказана. То есть в этой истории точка не поставлена, нет никаких выводов, которые должны были быть проведены, да, сделаны. То есть мы идем вот как бы по умолчанию, там ленточку разрезали, что-то кого-то встретили, поздравили, поздравительный адрес, там кому-то орден вручили, звание очередное там заслуженный там какой-то дали, а вот концептуально заявить, чего же в нашей стране происходит и происходило, мы вот об этом как-то не говорим. Почему так происходит? Ну, трудно сказать, почему так происходит. Версий может быть много. Не хотят ничего менять, не знают, как это сделать. Ждут какого-то определенного момента, чтобы начать вести какие-то работы. Не могу сказать точно за кого-то, но знаю одно.
когда глава внешнеполитического ведомства имеет свою определенную позицию, и очень хорошо, что на этом уровне прозвучало, что в Абхазии нету антироссийских сил ни среди общественно-политических партий, ни движений, ни среди публичных людей, это уже о многом говорит. То, что власть начинает вести борьбу, если этот вывод напрашивается из тех комментариев и так далее, не знаю, в этих соцсетях не нахожусь, но и ведет какую-то подковерную борьбу для того, чтобы вернуть Аслана Бжания в политику, ну, это возврат к тем событиям, которые были 15 и до 15 ноября, я думаю, на пользу ни абхазскому руководству, ни народу это не пойдет. Надо быть прозорливыми, мудрыми людьми, понимать, что есть понятие ушедшего поезда и так далее, есть понятие триггера, который может этот поезд на тот же перрон вернуть, не дай бог. Поэтому в этом плане для меня все однозначно. Я считаю, что хватит и ума, и понимания того, что возврата в прошлое не должно быть. Но есть еще некоторые моменты. Вы понимаете, вот мы говоря о 100 днях, да, вот сегодня я все-таки возвращаюсь, как-то свяжу это. Сегодня мы хотели бы услышать от главы государства, но есть ряд серьезнейших проблем, да. Ряд серьезнейших проблем, связанных, еще раз, с демографией, с медициной, с образованием. Огромная проблема в экономике. Мы начинаем сегодня понимать. Вы помните Гагаринское собрание в период несколько лет? Это лояльное собрание, которое поддерживало во всем власть. Вдруг оно выступает и говорит, что вот видите, у нас ситуация, там ценный демпинг, не демпинг и так далее. То есть мы сталкиваемся с тем, что сегодня абхазское государство, да, наверное, поздно. Некоторые говорят, время ушло безвозвратно, но тогда осталось пойти утопиться. Я извиняюсь, нет. Всегда есть что поменять, всегда можно что-то сделать, биться дальше, но вопрос в чем? Мы сегодня стоим перед колоссальным выбором, да? То есть мы начинаем вдруг понимать, что у нас в экономике, вот каждый день новые вызовы развития туриндустрии, у нас вроде такая динамично развивающаяся сфера, и вдруг зашел сюда гигант. Гигант с возможностями, монополист, который просто разорит нас всех, и мы от этого не защищены. Что делать в этой ситуации? Вот вы, извините, конечно, но я не могу не сказать, в этой студии недавно обсуждали, если я не ошибаюсь, Садгура Мардзенба, вопрос того, что 5 миллиардов в случае... Арестовали. Извините, пожалуйста, Саахра арестовала, да, что 5 миллиардов, смешная цифра, план выстраивают на 5 лет, привлечь в Абхазию 5 миллионов туристов. Я бы немного сместил акценты. Пользуясь ситуацией, я хочу это сказать. Я вспоминал, во времена Аслана Бжания велась подготовительная работа, когда он ездил и в некоторых районах Абхазии говорил о том, что надо поделиться суверенитетом и... Ну, надеюсь, это по наивности, люди сидели, аплодировали. Это была апробация, вот первый взброс. Его приняли. Дальше пошел разговор о том, что идея абхазской стороны, хотя мы помним, в бытность мою еще в 5-м созыве одни из наших коллег, политики с огромным багажом, поднимали вопросы, вот что там... Кто-то там, за пределами Абхазии, настаивает на продаже недвижимости и так далее. Потом мы помним, да, как ситуация развивалась. Вдруг оказалось, что это сами абхазы просят здесь построить апартаменты и т.д. и т.п. О чем это говорит? Я это сейчас перевожу на то, что слышу сегодня. Послушайте, в советское время... Абхазию вряд ли при той инфраструктуре тогда достаточно здоровой, при населении в 500 с лишним тысяч человек, при тех советских возможностях, почти при годовой нагрузке Абхазию вряд ли посещало 2-2,5 миллиона туристов. Я понимаю, что цифра 5 миллионов туристов может оказаться вот таким же вбросом. Завтра нам скажут, вот мы попросили, абхазская сторона представила свое видение для того, чтобы до 5 миллионов туристов поднять, надо
завести сюда инвестора, который построит огромные отели и так далее, и так далее. Опять нас выводят на ту траекторию, от которой мы пытались отказаться, да? Когда не просто монополист появится, собственник территории и так далее, когда разорены будут все, да, мы пойдем работать за 50-60 тысяч на зарплату, меня это не устраивает, я хочу работать у себя дома, пусть это будет на 10-20 тысяч меньше, оставаться хозяином на своей земле, а хозяин на своей земле, он, если нужно, ее и с оружием в руках защищать будет. А когда ты теряешь это свойство быть хозяином, ты ее и защищать не захочешь. То есть я вижу сегодня некоторые параллели с тем, что было вчера, и мне кажется, что это уже подготовительная работа. Вы помните, как Затулин сказал? Вот вопреки всему тому, что власть утверждала, что это наши проекты, Затулин сказал в открытую, да, что все эти названия, да, мы придумаем для того, чтобы не нервировать абхазский народ. А перспективы, как в Сочи, было 300 тысяч населения, а реально сегодня 1,5 миллиона. Нам абхазские власти тогда говорили, нет, этого не может быть, ничего. И тут приезжает российский депутат, который рассказывает нам правду. Я почему обо всем говорю? Переходя вот к сегодняшним нашим проблемам, Инал, вы понимаете, ну вот вы говорите, там, куратор Абхазии, не знаю, я предпочел бы, уважая себя, говорить куратор направления или взаимоотношений между Абхазией и Россией, или координатор этих взаимоотношений. Не только он. Нам ряд российских чиновников и на центральных каналах показывали, заявляли, что да, соглашение не отражает интересы абхазской стороны. Но позвольте, у меня тогда вопрос возникает. Сегодня вот в этой команде, в ряду министров, которые в том числе и подписывали, когда соглашение вошло в парламент, документы, что угроз там для абхазской стороны нету, что это соглашение полностью устраивает, оно выгодно и так далее. Как сегодня я должен понимать, что происходило тогда, и как я могу доверять этим министрам, когда эти люди в тот период никаких угроз в соглашении не видели, и более того говорили, что их нету. Имен я не называю, вы прекрасно понимаете, о ком идет речь. Сегодня эти люди опять находятся на своих местах, опять работают. Но, извините меня, их соглашательские позиции в тот период, да, они и завтра будут продолжаться, потому что я от них не слышал. То есть народ видел, понимал, какие угрозы это для нас несет. Сегодня наши партнеры признали это, а эти люди, как тогда этого не видели, так и сегодня этого не видят. Вот здесь некоторый нонсенс, этого не должно быть. Я хочу понимать, что поменялось во власти, то, о чем вы говорили. Если в этой власти ничего не изменилось, сменились только имена, и то в одном-двух случаях, в основном это все те же люди, то тогда вопрос, смогут ли они наладить работу с нашим обществом так? Вот недавно президент страны заявил, что он готов разговаривать с оппозицией, если она будет конструктивной. Послушайте, мечта любой власти – это так называемая конструктивная оппозиция. Мы все понимаем, что под этим подразумевается. У меня другой вопрос. А во взаимоотношениях власти, которую нынешний президент представлял, будучи вице-президентом, при всем уважении к нему и к этой высокой должности, да, кто был неконструктивен? Кто делал заявления подобного рода? Там не с кем разговаривать. Совет старейшин для нас не указ. Представителей творческой интеллигенции мы не хотим слушать. Герои войны, ветераны письма писали, у нас живых 92 человека, 70 с чем-то человек подписано. То есть полностью неконструктивные позиции демонстрировала власть. Мы помним, что все независимые эксперты говорили, что оппозиция в том виде, которая она существовала на тот период, это подарок для власти, никаких радикальных заявлений. Вы помните заявление, что снимите вопросы с повестки,
Через 3-4 месяца начинается предвыборная кампания, выносите эти вопросы на кампанию. Мы не будем требовать ничьей отставки, придем. Это что, не конструктивная позиция? Власть демонстративно не слышала, не видела. Более того, хочу подчеркнуть, чтобы вы обратили внимание, а что эти вопросы были вынесены действующим президентом во главу угла своей предвыборной кампании? Эти вопросы тихо были убраны в сторону. Подозреваю, что до периода, когда наступит подходящий момент, я думаю, что придет очередное соглашение с планами каких-то крупных игроков. Это, вы понимаете, говорит о многом. Я очень хочу, чтобы Бадра Зурабович соответствовал и нашим ожиданиям, и нашим, я имею в виду, нашего народа, да, чтобы он был защитником наших интересов. Межгосударственные взаимоотношения не бывают безоблачными. Они не бывают даже у самых близких союзников. Но вот эта покорная соглашательская позиция, вот чтобы нам, мы сейчас перешли на, уже эти инициативы мы выставляем за свои. То есть вы помните, как было с апартаментами, мы все знаем, что этим инициативам минимум 10 лет, и откуда ноги растут, прекрасно понимаем. Но сегодня эта тенденция не сломлена. Есть еще ряд моментов, мы о них с вами еще поговорим, я думаю. Ну, дело даже, наверное, не в этом, то, что нет никакой публичности в этих вопросах. Вот мы там в стороне оставим министра иностранных дел, в остальном, как бы, в общем, молчание, сплошное молчание, никаких комментариев особых. Да, вот сейчас мы, кстати говоря, вот те, которые попали под санкции, мы там запросы послали, нам ответили, что там в разные инстанции, вот сейчас президентская администрация ответила, что вот мы сейчас послали запросы, да, о чем, собственно, запросы? Мы там хотели не только получить запросы, почему? Мы хотели, по большому счету, услышать мнение нашей власти, что она по этому поводу думает. Мы, собственно говоря, этого мнения не услышали. С другой стороны, ну, понятно, сейчас они говорят, вот мы там стараемся, да, вот как-то эту ситуацию отыграть, там в личных беседах что-то они там говорят, но есть, то есть это от них сейчас не зависит, это там зависит от Москвы и так далее, там, да, понимаю, там. Но есть вопросы, которые непосредственно находятся в твоем ведении. В конце концов, люди, которые... Вот весь этот кризис, он не произошел бы, если бы отсюда не было как бы такого желания. На этом хочу... Да, желания, да. То есть Аслан Бжаня, экс-президент, теперь уже, слава богу, экс-президент, раскручивал ситуацию, когда он понимал, что... Вы помните, да, письмо, которое якобы фейковые, все последующие действия, да, из администрации российской, администрации президента, они подтверждают, что оно было настоящее. Но Аслан Бжаня, как бы пытаясь как бы поймать опору, самосохраниться в своей власти, он как бы раскручивал эту ситуацию, что вот он единственная опора, друг, союзник России, все остальные политические силы – это антироссийские силы, в процессе выборов они стали там протурецкими и так далее, то есть уже об этом твердил там тогдашний министр иностранных дел, там о том, что здесь вообще, ряд министров, о том, что здесь вообще находится, да, там агентурная, там Запад, я не знаю, кого тут только нет, да, и вот потом уже были, когда 15 ноября свершилось, тот же Аслан Бжаня говорил, что тут спецслужбы иностранные провели переворот, хотя там же заявил, что у него доказательной базы нет. То же самое говорил у нас министр юстиции, тогдашний и сейчасшний, который там заявил, что вот эти провели переворот, да, тут иностранная агентура и все остальное, хотя мне бы хотелось бы, коль такие люди ответственные в должностях узнать делать заявления. имена все-таки иностранных агентов.
то есть должно быть заведено, там расследование какое-то должно быть, я не знаю, это должно быть парламентское расследование, расследование Генпрокуратуры о том, откуда это все взялось. То есть, если есть такой факт, тогда назовите. Назовите, наденьте наручники и в тюрьму, да. А если такого нет факта, а здесь есть причинно-следственная связь, да, когда ты начинаешь манипулировать общественным мнением, общественным сознанием и тем самым как бы запугивать своих граждан, как бы влиять, и в итоге вот то, что вот ту как бы, ситуацию раскручивали тогдашние руководители нашей страны о том, что здесь рассадник антироссийских настроений и так далее. Вы же четко дали на абхазском языке определение тех людей, обозвав их, я извиняюсь, да, которые позволяют себе доносить на своих сограждан, это подлый поступок. Тем более, если эти граждане в чем-то виноваты, их надо пригласить на беседу, объяснить, может, они что-то, никаких действий не было. Доносительство, а тем более на людей, которые ничего отрицательного не делали, не подкреплено ни материалами, ни какими-то еще другими действиями предварительными, это подлый, нехороший поступок. И этот поступок, он уже в истории нашего народа был недавно по историческим меркам, там, в 30-е годы и так далее. Ему давно дана оценка, и во всем мире такое периодически случается. Это есть доносительство, это есть подлость и клевета. Другое дело, вот вы здесь в разговоре сказали, я вот хотел вам сказать, вы знаете, ваше вот это хождение по чиновничьему кругу, это мы тоже ходим, мы тоже обращаемся, мы разговариваем с людьми, подходим, мы знали Олега позицию и так далее, еще раз говорю, это достойный, правильный подход, но вот есть в парламенте, вы о нем только что сказали, механизм парламентского расследования, мы с вами об этом говорили, да? Вы понимаете, это очень четкий и очень весомый инструмент. В чем его суть заключается? В момент проведения парламентского расследования никаких закрытых материалов не может быть. Все министерства и ведомства обязаны представить парламентской комиссии, ведущей это расследование, материалы, на основании которых делались определенные выводы или без учета каких-то материалов делались выводы. Во-первых, по результатам этого расследования, я вас уверяю, что значение его невозможно преуменьшить, потому что одно дело, когда ходит там группа лиц от себя, занимается этими вопросами, и когда такой серьезный инструмент работает. Я думаю, в парламенте никто, это ихняя задача, в том числе защита граждан Абхазии, их интересов. Притом это касается и уважаемого члена нашего общества, и ветеранов войны, и героя, и там депутат парламента, ряд лиц, которые имеют за собой и репутацию, и боевое прошлое, и многое другое. Поэтому в парламенте я не думаю, что найдутся люди, которые проголосуют против, хотя бы из уважения к своему коллеге. Но когда появится результат расследования, это уже будут не домыслы, а это будет четкий документ. И на основании этого документа, если этот документ даст заключение, допустим, да, что все-таки никакой такого рода деятельности ни материалами, ни другими какими-то документами подтверждено не было, в том числе и наши коллеги, да, наши союзники, они обязаны будут учесть этот документ. То есть он для вас, для всех нас сыграет очень огромную роль. Но понятно, что сейчас парламентское расследование, это тоже как бы
собственно, нужна для этого воля, но нужно для этого, чтобы общее решение депутатское, там это... Там, коллега, я извиняюсь, это есть еще понятие коллегиальности, солидарности, или его коллеги, а я не думаю, что они его считают антироссийски настроенным, прекрасно мы знаем, никогда не замечали за ним, я работал с ним, достойный человек, воевал за родину, имеет собственное мнение, как и каждый из нас. И я не думаю, что коллеги его в этом плане, мы говорим законогвардия, в этом плане его не поддержат. То есть они или обязаны как бы помочь ему восстановить в этом плане свою репутацию в глазах, да, наших партнеров, или они тем самым признают, что они к нему относятся такого рода, да, воспринимают как данное, что он объявлен врагом России, грубо говоря, да. Я не думаю, что так к нему он этого не заслуживает. Я думаю, что коллеги поддержат. Но, тем не менее, мне кажется, здесь помимо вот таких каких-то действий со стороны закона, да, это есть и моральная составляющая. Есть, когда ты понимаешь, что человек, в общем-то, репутация человека подмочена, да, не обязательно заводить уголовное дело, да, можно его просто тихо убрать. Потому что, ну, понятно, что сейчас это как бы заводить уголовное дело, это тоже как бы нужно иметь, в общем-то, силу воли, да? По результатам парламентского расследования. Да. Но и парламентское расследование создавать, и так далее. Здесь все-таки маленькое общество, родовое и так далее. Здесь думаешь, сейчас это мне нужно, да? То есть начинают вот такие механизмы работать. Но я говорю о другой, о моральной составляющей. Если ты знаешь, да, там было очень много пассивных людей, но были люди активно содействовавшие этому процессу. Непосредственно подписанты есть? Да, люди, которые публично высказывали свою позицию о том, что здесь есть антироссийские силы, какая-то агентура и так далее и тому подобное. То есть ты должен, в общем, дать... Если эти люди какие-то сохранились в этой власти, ты им должен показать на порог, сказать: братцы, вы не соответствуете критерию. Этого же не произошло. Но оно должно произойти. Я считаю, да. Оно должно Или произойти. нужно доказать, что Инал Хашига – это человек, который враг. И когда, нет, я почему это говорю, когда мне говорят, допустим, условно говоря, мы там делаем все, что можем, ну, вот когда мы обходили вот этих чиновников, я видел людей, которые действительно хотели помочь. И эти люди были, я точно знаю, не при делах вот в этой истории. А те, которые были там как бы руками и ногами при делах, они абсолютные циники, там вот просто такая формальная демонстрация, что мы вон там написали куда-то письмо. И это письмо безответное осталось. То есть, да, то есть такая история отписка. была. Отписка, да. И ты понимаешь, что этот человек в полный рост там находится. Такой же стукач. Вот просто стучал, был среди вот всех этих. Но вот задача власти все-таки, когда мы говорим, мы занимаемся, сперва, слушайте, уберите вот этих людей от должности, да. Я с этим званием, условно говоря, вот этот, с этим, как его, иностранным агентом, что меня назвал министр России, да, я как-то могу до конца жизни прожить. Но я хочу, чтобы вы, собственно говоря, перестали быть чьими-то агентами, да, то есть, чтобы наша власть стала нашей властью, абхазской властью. Да, можно клеймить кого угодно, но, в общем-то, решение принимаете вы, да. Тенденции последних лет, 5-6 лет, говорят о том, что абхазская власть начинает забывать о коренных интересах своего народа и своего государства. Да, и кого они представляют, когда мы еще раз говорим, да, когда уже и там признают, что да все это Филькина грамота, эти бумаги, соглашения, цели были определенные, да, интересы есть каких-то олигархов, вот мы под это работали, а собственная власть клялась и божилась, что это неправда. А в конце оказывается вот так вот. Так вот, единственное, чего я хочу, чтобы, собственно
собственно, власть провела работу над ошибками, убрала людей, которые были задействованы в этом. И тогда, в общем-то, мы тихо-тихо перейдем уже... Добровольно они к этому не приведут. Я еще раз говорю, механизм там, каждый раз как-то собираться, спровоцируют люди, соберутся, и неважно, кто во власти, я, ты или кто-то другой. Но именно в этом плане механизм парламентского расследования, он сместит... Во-первых, я честно вам скажу, я в свое время тоже имел честь представлять свой округ и находиться в этом достойном органе, да, и работать, по мере сил. Мы все ошибаемся, мы никому-то не даем оценки, кто-то хороший, кто-то плохой. Мы все в пределах своих компетенций можем допускать ошибки. Но здесь речь идет не о ошибке, здесь речь идет о подлости. Да? Нам говорят, во-первых, что есть список порядка 120-130 человек. Но вы понимаете, ситуация какая? То есть Дамоклов меч, да, занесен. Наше руководство прекрасно знает, что эти списки уже находятся у соответствующих органов нашего дружественного государства, и в любой момент этот механизм может включиться. Таким образом, на что рассчитывать, гипотетически я говорю, на что может рассчитывать власть? Что при заключении следующих каких-то невыгодных Абхазии соглашений или законопроектов при принятии их, вот этот механизм остановит так называемых несогласных. Возможно, люди, каждый из нас судит по себе. Я думаю, что не остановит, понимаете? Играть – это такая двойная игра. То есть мы там письма пишем, пытаемся вот это все приостановить, но при этом ни публичную оценку мы не даем. Мы не говорим, я хотел бы увидеть, кто в этом списке. Вы знаете, вот я посмотрел, да, еще раз говорю, вот мы говорим, депутат парламента, герой Абхазии, журналисты, там 10, 12, 15, я не знаю, сколько человек охвачено, да. Я подозреваю, это все же разные люди, да, разных фамилий, разных, даже политических взглядов многие разных профессиональных каких-то своих назначений и так далее. Я подозреваю, что вот этот весь список объединяет только одно. Это люди, которые искренне, правый, неправый тоже не дают, искренне боролись за интересы абхазского государства и абхазского народа. Вот я думаю, что в итоге всех этих людей объединяет вот это, не что-то другое, не какие-то материалы ЦРУ, я не знаю, ФСБ, не знаю, ФБР, СГБ, где сказано, вот получили столько-то тысяч долларов, подписали бумагу, поклялись на крови и так далее, и доставить неприятности нашим друзьям и партнерам. Нет, я уверен, еще раз, и нам нужно знать, кто в этом списке. Я тебе, Леня, скажу, этот список 120-130 человек, по аналогии там, с письмом 1977 года, там тоже 130 человек, письмо 130. Было это людей, которые деятели науки, культуры и так далее, которые тоже выступали за интересы абхазского народа. Подозреваю, что и в этом списке будут деятели науки, культуры, творческие люди, члены Академии науки и так далее. Если не их, то может быть их дети. То есть это вот как бы генетически такое передается. С чем вообще связан вот этот акт запугивания? Я еще раз я пытаюсь понять, когда он появился в период так называемых антинародных там законопроектов, соглашений, строительства заборов позора, так называемых, и так далее. То есть эти идеи, эти документы
возникли в период противостояния тем инициативам, которые сегодня признаны нашими союзниками, что эти инициативы не отражали интересы абхазского народа. А механизм, который еще сформировался в тот период, когда таких заявлений не было, направленный на подавление волеизъявления народа, да, почему-то работает. Это нонсенс. Лень, я вот продолжу мысль. Или так должно быть, или так. Возникновение таких списков, это означает, что мы возвращаемся в ситуацию тех годов, когда наша власть переставала быть исконно абхазской властью. То есть тогда тогда абхазскую власть представлял, условно говоря, абхазский обком КП Грузии. КП Грузии. И они говорили, что это не мы, это вот там. Сейчас мы тоже, когда получаем вот такого рода ситуацию, когда у тебя 130 человек, 120, 130 человек, там, наиболее активных людей, которые формируют, в общем-то, культурный, идеологический образ абхазского государства, да, то есть люди активные, люди деятели культуры, историки, ученые и так далее. То есть вот они то есть эти люди становятся как бы таким бельмом на глазу для власти. То есть люди, вот эта категория людей, она начинает мешать власти. И вот когда возникает ситуация, когда... А на что тогда нацелена власть, если такие люди мешают? Вот когда такой класс людей становится обузой, это означает, что эта власть перестает быть... отражать интересы народа. И я бы хотел, чтобы нынешний власть, в том числе и президент, Бадра Гумба призадумался об этом, наверное, все-таки. Да, и насколько все это соответствует, да, когда и по какому принципу люди попадают вот в такого рода списки. Почему? И кто их вводит в эти списки, кто их толкал туда. Хотелось бы конструктивного диалога, да, говоря вот этими фразами. И анализ в любом случае нужен. И нужен, наверное, не только нужен анализ не для внутреннего пользования, но и политическая оценка, потому что политическая оценка дает возможность закрепить публично твою позицию. Да? Когда вот этой позиции это не закреплена, то всякие варианты возможны. В том числе и самые плохие, да, там, развитие событий для нашего государства. Поэтому нужна все-таки некая степень публичности в этом вопросе. И если тот же президент сам, как бы, я не знаю, там, как бы ему дискомфортно вот это все делать, но для этого есть, в конце концов, разные политические организации, есть парламент, тоже со своим механизмом. Ну, я думаю, мы на эту траекторию выходим, потому что парламент не может находиться в стороне от происходящих событий. Да. Там немало достойных, образованных, опытных людей, они тоже прекрасно понимают. Да, вот есть некоторая инерция, мы говорили 100 дней, возможно, этого мало, но есть некоторая инерция после выборная. Ну, надо с этой инерцией заканчивать, надо начинать работать. И я еще на одном моменте, Инал, извини, что перебиваю, хотел заострить свое внимание. Мы видим, что мир стремительно движется не в том направлении, куда нам всем, я говорю о простых людях всех государств, хотелось бы. Есть поджигатели войн, есть зачинщики, есть агрессоры, есть блоки военные, которые хотят все под себя подмять, но тем не менее есть еще, и это никуда не денешь. Вот мы сейчас многие религиозные стали, посмотришь, политики в церквях, но они почему-то думают, чем длиннее свеча, тем они ближе к Богу. Я, например, считаю, что Бог нас судит не по величине свечи и не по отношению к Нему, а по отношению друг к другу. И в этом плане я имею что сказать, и хочу это сказать. Дело в том, что вот за этот период, за последние 3-4 месяца я
заметил в наших людях, которые всего полгода назад, они сейчас поддерживают и активно, тогда очень активно поддерживали Россию, Путина, СВО и так далее. Сегодня они это говорят, но глаза при этом очень грустные. Нас всех обидело то, что с нами сделали на выборах, то, что делают по сей день, посредством там каких-то ресурсов, телеграм-каналов, ботов, я не знаю еще чего, я технически неграмотный человек, не понимаю эти вещи, как правильно назвать, но дело в чем? Если, неважно, какая бы большая страна ни была в современном мире, да, можно против всего мира выстоять какой-то период, но оказаться на обочине истории. Мы не желаем это России, не желаем вообще никому. Я хотел бы, чтобы войн не было. Все мы нормальные люди, но дело в чем? Вот я с уважением отношусь к президенту России, люблю смотреть его выступления, да, ну, прозорливый человек, грамотный. Многие вещи правильно. Вот фраза, да, она и недавно как-то, несколько недель тому назад прозвучала: «Справедливое мироустройство, справедливый миропорядок». Иногда мы слышим, но не думаем. Я это о себе могу сказать. Я начал думать, что такое справедливый миропорядок, что такое справедливое мироустройство. Я пришел к выводу, что это когда справедливость работает в отношении слабого. Когда государства сильные, великие, требуют для себя справедливости, это больше мне напоминает, как дележ вот этого мирового пирога. То есть вы там, европейцы, американцы, китайцы, как-то себя обозначили, а нас что-то тут не видите. Мы тоже хотим быть из тех, кто там какой-то кусок этого пирога. Ну, это я сейчас говорю о себе, как я вижу. Я не знаю, как, я надеюсь, что глава российского государства, да, говоря о справедливом миропорядке, отдает себе отчет, что эта справедливость должна существовать по отношению к таким немногочисленным народам, к таким небольшим государствам, как Абхазия. Иначе в мире не может быть никакого справедливого миропорядка. Если речь идет, договоримся, там поделим на троих, это не справедливый миропорядок, это просто пересмотр дележа. Я не думаю, что это имелось в виду. Но то, что произошло в Абхазии, провал тех служб, которые координировали или курировали это направление, и этот провал прикрыли тем, что произошло на выборах, заставляет и меня, и многих задуматься. Послушайте, а в XIX веке вообще протурецкая ориентация абхазов, которая в истории зафиксирована, если такая, как сегодняшняя протурецкая ориентация, я начинал многие вещи переосмысливать. Люди начинают переосмысливать. Нельзя так, если мы с союзниками, разговаривать с нами. Если мы говорим о справедливости, весь этот период власть категорически не хотела диалога со своими оппонентами. Послушайте, у нас университет прекрасный. Кстати, был вот на днях чистота, красота. Отдаю должное тем, кто там работает. Да, приятно зайти на территорию университета. О чем я хочу сказать? У нас там целая научная база. Слушай, почему мы на базе университета не можем провести научные конференции? Вообще, вы слышали, что в абхазском государстве власть проводила и требовала проведения научных конференций? Не так, как Аслан Бжаня там собирал своих сторонников, и когда представители специальных служб, там, органов правопорядка говорили, что сотрудники поддерживают строительство апартаментов. Это нонсенс, они не имеют права на эти темы высказывать. Ну, это вот такого рода у нас деградация в государстве происходила, да? Мы не проводим ни научных конференций, не приглашаем экспертов. Каждая общественно-политическая партия, каждое движение имеет в своих рядах, да, экономистов, специалистов, юристов и так далее. Почему с улицы это не убрать сюда? Почему не придать этому научную основу? Почему нельзя услышать наши озабоченности? Почему нас все время пытаются сделать врага? Вы посмотрите,
Я честно скажу, я не знаю, мне трудно представить, у глав государств много забот, но это провал такого уровня, когда выборная тематика аукается по сей день. Какую ненависть у многих русских разожгли по отношению к гражданам Абхазии. И, соответственно, как нам воспринимать эту ненависть, порождает только ненависть. Вы, уважаемые наши русские друзья, партнеры, коллеги, я не знаю, послушайте, нельзя терять союзников. Вы, не прошло там полгода, год, я говорил о том, что тюркский мир, тогда я помню заявление русских политиков, азербайджанцы, наши братья там, грузины вот-вот завтра с нами. Послушайте, не так это происходит. Маленький, большой, сильный, слабый, настоящий в тяжелые времена, кто с тобой находился, он и союзник, и партнер. Нельзя так разговаривать с нами. Нельзя не потому, что мы напугаем кого-то или можем это... Это неправильно по отношению к России. Сегодня формируется, я иногда глубоко в душе начинаю чувствовать, что там идет кампания по дискредитации России в глазах ее союзников. Другим образом объяснить поведение, да, которое в том числе отражается на нас, я не могу. Почему мы говорим, послушайте, туриндустрия динамично развивается в Абхазию, запускать сюда гигантов, это значит разорить местное население. Не нужна мне чья-то зарплата, я хочу быть хозяином. Почему это антироссийское? Что? Почему мы не создаем сегодня планы по той же, мы говорим так много об инвесторах, да, по той же теме, да? Слушай, десятки направлений в развитии экономики, которые в Абхазии не представлены. Они или в зачаточном состоянии, их нету. А эти технологии, да, создание солнечных батарей, всякие сегодня технологические вещи. Слушай, мы должны определить, нам нужно вот это, вот здесь льготы, освобождение от налогов, двигайте нам эти сферы, научите нас, помогите нам. Нет, нам каждый раз пароход запустили, этот пароход куда-то продали, поезд запустили, самолеты к осени перестанут летать, не дай бог, думаю, тоже все это в конце концов скажут, невыгодно летом людей есть, осенью. Все какие-то разовые акции для того, что как будто бы нас объегорить, да, из-под нас взять нашу там землю и так далее. Так воспринимаем, ошибаемся. Послушайте, это же не мы власть на эфиры не пускали. Это нас власть на эфиры не пускала. Очень бы хотелось от вашей власти конструктивного подхода. Вот я вижу, в чем проблема. Эта проблема будет аукаться. Нас рассорили. Рассорили в угоду каких-то олигархов, людей, имеющих деньги, которые в период тяжелейших... Сегодня вы видите, да, что до Москвы долетают, до Урала беспилотники, ракеты и так далее. А тут, оказывается, у кого-то есть десятки миллиардов, чтобы осваивать Абхазию. Этого не должно быть сегодня. Это не должно быть. И еще, Инал, я извиняюсь, позволю себе сказать одну вещь. Вот обращаясь к нашей внутренней аудитории, послушайте, я сам в жизни делал очень много ошибок, да, мы все ошибаемся, но признать ошибку не страшно. Уважаемые представители нашей власти, это нужно больше, чем нам с вами, это нужно нашим детям. Давайте на секунду подумаем, что мы оставляем нашим детям. Мы каждый раз усугубляем, мы дошли до того, что пишем доносы друг на друга. Завтра это аукнется. Кто-то, чей-то сын скажет кому-то, что двое отец. Вы понимаете, создавая такие правила игры, вы должны все и мы должны осознавать, да, что рано или поздно это придет к нам каждому. Я бы хотел, чтобы мой сын,
моя дочь, мои соседи, дети, вообще во все, слушай, должны быть открытые и понятные взаимоотношения. Да, есть публичная политика, мы в разных лагерях, у нас разное видение. Но мы сегодня уже вышли на ту дорогу, за которой открытое предательство. Оно уже свершилось, но не поздно осознать, отказаться от этого. Не оставляйте своим детям это пагубное наследие, мы не должны. Это только радует наших врагов. Послушайте, удивительно, когда сегодня, чтобы остаться на должности, чтобы прийти к какому-то результату, мы начинаем делать какие-то намеки на то, что в открытую говорить, что есть протурецкий. Послушайте, какая партия, какое общественно-политическое движение у нас сегодня в своей программе не имеет сближения с Российской Федерацией, да, улучшения взаимоотношений, там, союз, партнерство, как независимое государство, мы слабы. Но в мире таких десятки, когда нас начинают попрекать, что десятки, но тем не менее мы на своем коротком отрезке можем из себя что-то представлять и представляем. Поэтому давайте подумаем о наших детях. Давайте не оставлять этот кошмар им, потому что дальше будет хуже. Я вот на этом в таком эмоциональном твоем монологе я бы хотел бы все-таки завершить нашу передачу. Все-таки эфир дело ограниченное по времени, да? Как всегда. Да, как всегда, да. Я напомню, мы сегодня говорили о нашем сегодняшнем дне, да, то есть о тех событиях, которые были год назад, 2 назад, о том, что необходимо все-таки подводить какие-то итоги, делать выводы. Ставить точку и двигаться Да. дальше. Надо разобраться и двигаться дальше. Анализировать, называть вещи своими именами и дальше двигаться. И у нас в гостях был Леонид Чамагуа. Леня, большое спасибо. Мы будем прощаться с вами. До новых встреч. До свидания.